Удивительный месяц в году – это май. Май вместе с весной обновлением принес нам мир. Туда, куда мы сейчас летим, не грохотали танки, не гремели пушки, но каждый сделал невозможное, чтобы приблизить этот день. Итак, мы летим в Эмиконе. За высокими горами, за крутыми перевалами в этих местах жили богатыри, победившие злого врага, вероломно напавшего на мирных людей. Добрые силы любви и мира решил уничтожить чудовище. Долгая была битва. Падали богатыри от ран, но снова вставали и шли на врага. Вера, надежда и любовь вела их вперед, и пал враг. Это в сказке, которая прижилась в этих сказочных эмиконских местах и передается из уст в уста. А в жизни старый солдат устало закрывает глаза, и перед его мысленным взором всплывают две даты – 22 июня 41-го и 9 мая 45-го. Так случается каждый раз, когда что-либо напоминает ему о Великой Отечественной. И тогда начинают ныть старые раны, вспоминаются фронтовые друзья, путь до Берлина, и навертываются слезы из глубин памяти. Сегодня единственному здравствующему участнику Великой Отечественной войны, проживающему в Уснере, Николаю Андреевичу Шевченко, 94 года. Танки пропустить, по пехоте! Огонь! Мал окоп, а вся Россия из него видна. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Нет, на войне вообще страшно всегда, днем и ночью, где бы ты ни было, как возле орудий или на танке, или все равно это страшное дело. Так что вы не правы, кто говорит. Кто там не был, конечно, не дай Бог еще там быть, лучше, щоб не було. Наша справа вірна, перемога буде за нами. Ніколи українці не будуть гітлерівськими рабами. Вперед за нашу рідну Україну, за великий Радянський Союз. Говорят, под Гродно наши самолеты водой были заправлены. Даже тебе не могу сказать, понимаешь? Это секрет. Где хоть будешь? В Венском лесу. Началась война, объявили, это я помню, объявили войну, Киев там начали бомбить, ну, пошли. В общем, они продвинулись туда, сволочи, быстро. А вот тут уже мы, когда оставались, мы тут, ну, присылали военных, уже, понимаешь, как партизаны, и уничтожали. Это было страшное дело. Ну, держись, немец. Сейчас мы тебе устроим концерт. Первое боевое крещение не заставило себя долго ждать. Потом было второе, третье. И, наконец, святая минута. Вместе со взрослыми произнесены слова клятвы. Дано партизанское слово, подкрепленное делами. Нападали вот на военных немецких. Операции готовились сами. Вот где-то куда-то движутся, понимаешь.
это уже не один там, а человек 30 было. Ну, пример я говорю. Вот. И обстреляли вот немцев там. Забрали меня в армию через военкомат. Да. И я попал в связь попал, да. Потом забрал меня, я же говорю уже, это командир батальона, при связи. Ему надо было человека своего держать, понимаете. Хотя он майор был уже, а я еще солдатом был тогда. Вот. А связисты, они же особого рода люди. Это было такое, что дан приказ, хоть ты умри, а делай, понимаешь. Вот. Даже вот эту связь. Ну, у нас была в основном правительственная, понимаете. Вот. А связь, то не дай бог, что-нибудь такое, все, сразу могли расстрелять. У нас, видите, был батальон, 246-й правительственной связи. Вот. И вот нас много там находилось. Но по разным точкам, понимаете, как это. Вот как сейчас связь идет, так и там. Ну, это же войну. Сейчас вот там, а потом вот там, вот такое. Вот такими они вступили в судьбу Великой войны, в судьбу солдатского подвига. А ведь все это судьбы народные. И чем пристальнее мы всматриваемся в них, тем ярче и весомее наши аргументы в борьбе за сердце и ум нашей молодежи. Будешь вспоминать, или вспомнишь и друзья, и которые на твоих глазах поубивали, все это же не забывается. Касаясь 3 великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке. Клочок земли, припавший к 3 березам, далекую дорогу за леском, речушку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно жить в грозу, в морозы, да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти 3 березы при жизни никому нельзя отдать. В истории есть такие события и факты, которые бесследно исчезают из памяти народа. Но военное лихолетие 41-45 годов не из ряда забываемых страниц историй. У нас Северный Улус, и он малонаселенный, это во-первых. А во-вторых, в то время уже стала разработка приисков, месторождений золота. И, естественно, хотя люди писали рапорта во время войны, чтобы их забрали на фронт, но победа действительно должна коваться была в тылу. И не якутов, и не население, прибывшее геологов, отсюда не забирали. Но зато очень много помогали, пушнины очень много отправляли, мягкого золота, лошадей готовили для Красной Армии, продукты, посылок с теплыми вещами, золото на танковую колонну, танковая колонна Якутия, самолеты строились. Тут же также здесь был аэродром в Тамторе, назывался Аймикон, когда перегоняли по лизингу самолеты с США на фронт. Здесь тоже в эти скучные морозы в рекордно короткий срок была эта полоса готова. Так что тут победа ковалась действительно в тылу. Даже дети, которые здесь оставались, собирали травы целебные, ягоды сушили, шиповник. Все были задействованы, все для фронта, все для победы. Хотя из года в год остается в живых совсем немного прямых ее участников. Тем не менее, величественнее представляется нам подвиг солдат отчизны. Никакие перемены будничной жизни не изменят этого. Вот зять Тюленева Федора Ивановича, который начал войну, попал в плен, всю войну был он в плену, все лагеря прошел, и потом попал сюда, на Лискитовой. И вот когда стали лагеря распадаться, их просто выпускали без документов, безо всего, и они оставались здесь. Но уже были, конечно, больные, немощные, там, поработавшие. Работали они с полной отдачей сил даже после освобождения. И вот Федора Ивановича мы как бы, наша совесть чиста или как ли, у него памятник стоит гранитный на могиле, что он участник Великой Отечественной войны. Журналист Егоров Сергей, да, восстановил, грузин у нас здесь был, Чачуа. Тоже сколько он прошел этих терний, тем не менее он восстановил, что он участник войны стал. Ну, именно статус участника войны. А также наш Николай Андреевич тоже получил через 70 лет только получил статус, то, что он участник Великой Отечественной войны, дожил, получил второе дыхание, второе как-то молодец. А как началось то, что вы начали заниматься именно его восстановлением, его документов, да? Тут, там в порту живет вдова ветерана войны, такая Зоя Михайловна Ерохина, которой не безразличны там чьи-то судьбы. И вот однажды она просто случайно увидела у него вот эти поздравительные. Ну, ты что, воевал? Ну, в общем, он не ответил, она позвонила мне. Вот мы приехали, начали с ним разговаривать. У этого человека как бы, ну, я не знаю, не было надежды. Но, тем не менее, он что-то рассказал, что-то не рассказал. И вот начались такие долгие-долгие поиски. И мы победили, как говорится. Сколько времени заняло на все это? Более 2 лет. Но и прокуратура была задействована, и военкоматы были задействованы, и все народные избранники, и музей, исторический музей Москвы. И вот когда я уже обратилась в ФСБ, ну вот, с их силами, с их возможностями мы отыскали.
Вот почему так бережно по крупицам собирает здесь в музее Уснеры историю военного подвига. Сколько новых имен восстановлено, сколько героических страниц открыто, сколько радости и счастья подарено убеленным сединами ветеранам. Об этом знает только сама история и сама жизнь. У вас же большой список людей, которым вы должны тоже сделать восстановление, найти документы. Ну, список не так уж большой, потому что этих людей-то осталось. Ну, вот в тот же год мы еще восстановили статус вдовы. Тоже вот именно к юбилею. Затем вот люди здесь живущие идут там с такими маленькими этими данными. Вот помогите, найдите. Ну, извините, если она ребенком была, и помню, что брата звали Коля, а фамилия моя, наверное, такая-то. А вот мне было столько, а ему, по-моему, столько лет. По этим данным, да еще если с Молдавии или с Украины, то это, конечно, ну, пытаемся, но не знаю, что выходит. Ну, как будто бы передача «Жди меня». Тут 4 кладбища, да? И на этих кладбищах меня возмущали до глубины души заброшенные солдатские могилы. И вот то, что у нас есть такой спонсор, Александр Михайлович Карась, вот он как бы понимает и помогает. Уже 66 могил мы памятники поставили гранитные. Но у меня сложилось непоколебимое убеждение в том, что молодые ребята, которые приходят и будут приходить сюда, вырастут в добрых, порядочных и мужественных людей, ибо пример освободителей остается в сердце. Из вашего рода воевал? Кто был участником войны? Ну, если вот поглубже вклупнуться в историю, да, у меня дед, у него 2 родных братья, в 42-м и 43-м году они призывались в армию, и оба без вести пропали. Это... А дедушка мой, получается, он был маленьким, поэтому его не призвали. А его старшие вот братья, которые один пропал в 43-м году, а второй пропал в 44-м году. А вы знаете их звания, награды? Нет, они были рядовыми. И рядовыми те, которые на своих плечах, которые воевали за нашу вот мирную жизнь, в которой мы живем. Праздник Победы 9 мая – это, как говорится, праздник со слезами на глазах. Чтобы этот праздник был, чтобы было мирное небо над нашими головами, весь советский народ в 1941-1945 годах добился этой победы ценою потерь своих, ценой каких потерь. Это было достигнуто, эта победа. Поэтому мы не должны забывать этот праздник. День Победы – это историческая память наших отцов, наших дедов, которые нам подарили такую прекрасную жизнь. На глазах встретил этот радостный день. Поэтому мы счастливы, что помним этот праздник, и он навеки в наших сердцах.
Они вернулись с войны, чувствуя, что совершили святое дело. Казалось, что поколение, которому нет равного в мире, трудом и ратным подвигом своим переменили тогда навсегда не только сам ход, но и смысл истории человечества. А эта площадь, она что для вас означает? Что вы в нее вложили? Ну, это, во-первых, вот площадь Победы, я в нее вложил, чтобы на самом деле и дети, и потомки наши помнили и знали, это самое главное, какой ценой она все досталась. И самое главное, понимаете, книги-то книгами, а когда уже не будет ветеранов, уже время-то проходит, их все меньше и меньше. Этот мемориал, оно много, даже это как в жизни человека, можно и не знать, а поговорил, и ты понял, кто такой человек. Так и здесь сам памятник много о чем говорит, и, конечно, мы тут будем рядом воспитывать, чисто в таком патриотическом воспитании заниматься наших детей. Николай Андреевич, уважаемые ветераны тыла, участники, от имени правительства Республики Саха-Якутия я вас поздравляю с 72-й годовщиной Дня Победы. Наша страна понесла большие потери, действительно 27 миллионов человек за эти годы, когда шла война, мы потеряли. Республика 62 тысячи человек отправила на войну, из них 37 тысяч не вернулось. Мы помним героизм наших солдат, якутян в том числе, героев Охлопкова, Попова, снайпера Кульбертинова. Благодаря нашим солдатам мы сегодня живем в мирной стране. Конечно, надо отметить наших ветеранов, слова признательности высказать. Наш глава Егор Афанасьевич Борисов попросил меня сегодня поучаствовать в мероприятиях, проходящих в Уснере. Сегодня в Уснере прошел бессмертный полк. Бессмертный полк по Уснере прошел одним из первых в стране. И сегодня в тысячах городах и поселках пройдет бессмертный полк. И мы вспомним наших дедов, наших бабушек, ветеранов тыла, которые ковали победу. Я вас всех поздравляю с праздником. Счастья вам, успехов, благополучия. С Днем Победы! Дорогие аймейконцы, дорогие наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, ветераны Трудового фронта, дети войны. От имени администрации муниципального образования Аймейконский район я от себя лично поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы в Отечественной войне. Сегодня вся наша страна отмечает свой самый главный праздник, который стал символом мужества и отваги, национальной
гордости и чести. Сегодня в нашем Улусе проживает 54 ветерана. Один участник Великой Отечественной войны, Шевченко Николай Андреевич, который сегодня присутствует на нашем празднике. Один житель блокадного Ленинграда, 4 вдовы участника Великой Отечественной войны и 48 ветеранов Трудового фронта. Хочется выразить слова признательности и благодарности тем, кто поддерживает и оказывает помощь ветеранскому движению в нашем районе. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Поэтому, уважаемые друзья, историю мы должны помнить, чтить, как она есть. В настоящее время руководители района и все учреждения и заведения должны учить в настоящее время наше подрастающее поколение и передать историю будущему поколению. Еще раз с праздником, великим нашим праздником. Здоровья вам, долгих-долгих лет жизни. Быть всегда великой России, быть всегда во все времена. Облака плывут в небе синим, это мой дом, здесь отчизна моя. Зарю встречает восток, в Москве церкви перезвон. Свисток, и здесь наш исток, я в эту землю влюблен. Башкирты или якут, в Чечне твой дом и семья. Под небом русским живем, Россия наша земля. Ты одна, большая Россия, мы одна, большая семья. В нашем единстве великая сила, нашим единством отчизна сильна. Удивительно. С годами настойчивая тяга человека к своему поколению, давнему, прекрасному, юному, ко времени суровому и роковому, грозные контуры которого за дымкой десятилетий. Кто виноват? Легче всего ответить: я виноват. Комдив виноват. Командующий армией виноват. Но если по совести судить, воевать будем только на чужой территории, малой кровью, могучим ударом. Кто виноват? Легче всего сказать: моя рота виновата. Из окна этой квартиры смотрят часы истории. Истории веры и мужества. Ради чего фронтовая колея приведет эфрейтора Николая Шевченко в место, в котором хотел оказаться каждый служивый. Вы дошли до Берлина. Да. Первый украинский фронт Конев был такой. И Жуков. Мы в это время соединились и, считай, брали Берлин, понимаешь? Мы там были 2 мая. Когда Берлин взяли, и нашу армию, эту 3-я танковая, там заваруха была в Чехословакии, туда направили. И вот там я еще месяц с чем-то. А потом уже все кончилось. А когда услышали, что победа, ваши чувства, как? Уже такие. Мы победу справляли, да. Но там было радости полно. Как здоровье? Здоровье? Нормально, здоровье. Дай Бог. Николай Андреевич, Егор Афанасьевич, наш глава республики, поручил вас поздравить. Я первый заместитель председателя правительства. От имени правительства вас поздравляю с наступающим праздником.
Здоровья вам. Вот подарок. Вы у нас единственный ветеран сейчас в Ваймиконском районе. Да, единственный ветеран. Один остался и кто-то. Степан Андреевич, вот недавно у нас новая книга вышла. Вот, «Под небом Ваймиконе» называется. Вот эту книгу дарим тоже. И вот тут сувенир. Хорошо? Сколько у Николая Андреевича детей, внуков, правнуков? Ну, Николая Андреевича двое детей, 4 правнуков и 4 внуков. А сейчас мы всего ему, как в ресторане, поднесем и уберем, да? А какой он у вас? Ну, я не скажу, я скажу добрый. Добрый. Он ничего плохого никогда не скажет. Все ему так, все хорошо. Я помню вас, что вы до 100 лет обещали дожить, я помню. Программа 100, да, не больше. Программа 100. Так что давайте, не подведите нас. Победный гром давно умолк над городами вами взятыми. Но вам все помнится тот полк, в котором были все солдатами. Кто рядом с вами умирал, не все в земле, не все за штатами. Тот генерал, тот адмирал, а вы останетесь солдатами. Вам не вернуться в прежний полк, не постоять в строю с ребятами. Не плачьте, вы выполнили долг, и вы останетесь солдатами. Сегодняшний праздничный фейерверк похож на звездопад. Это звезды победы, которые заслужил каждый, кто сражался и был в тылу. Это и дети войны, маленькие защитники большой Родины. Каждый из них достоин этой награды. Так будем жить традициями, верностью и памятью.